Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у Марии Заболоцкой. Мария у нас свободный художник. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем знакомиться с такой интересной техникой, как роспись отбеливателем на одежде. Обыкновенным отбеливателем на обыкновенной одежде. Так, откуда, что это за техника, как вы о ней узнали и как давно вы с ней работаете? Технику, она, видимо, известна давно. Я об этом узнала года 3 назад. И я впервые слышу, например. Да. Я все время хотела попробовать, но думала, это сложно и так далее, да? Оказалось очень просто. Техника такая же, берешь и рисуешь. И на сегодня я выбрала очень простой рисунок. Выглядит он примерно вот так. Ну, не такой, я показываю просто примерно. Будут наскальные рисунки, и будем наносить отбеливателем рисунок, и если 2 раза, например, проведешь, он становится светлее. И этим мы будем добиваться глубины, там, тени, подтени и так далее. Ага. А можно рисовать только на темной ткани? Нет, можно на разные ткани. Я вот, кстати, вам приготовила, думала, так и спросите, да? Видите, вот. На коричневой ткани будет такой цвет. Это футер именно. На зеленой вот более глухой, если 2 раз будет посветлее. На черной вот лучше всего рисуют, поэтому я рисую на черной одежде. Даже на синей можно, и на светлых джинсах, например, белым рисует. Вот здесь вот на хлопке рисует тоже белым на некоторых вещах. А вот тут вот, смотрите, это все обыкновенным отбеливателем. Да. Сегодня, в принципе, примерно такое, да? Будем что-то вот в этом роде делать. Так, у нас есть свитшотик, да? Черный свитшот. И вот такой вот планшет у меня. Я использую пеноплекс, очень удобно натягиваешь и булавочкой цепляешь, да? А так можно любую картонку взять, обернуть пищевой пленкой, натянуть туда одежду и там, например, прищепками либо булавками закрепить и рисовать. Так. Еще нам понадобится референс, например, вот такой образец уже отрисованный может быть, либо чаще всего картинка из интернета. Но у меня не из интернета, я буду рисовать вот такой рисунок сегодня похожий. Это типа тоже наскальные рисунки. Там олени, человечка добавим и так далее. Я уже его придумала. И внизу напишем якутскими рунами алгыс. Здорово. Какой не скажу, секретный алгыс будет. Так, вот. Хорошо. Так, нам понадобится вот планшет, и чтобы к планшету крепить, например, булавки, да, у меня пеноплекс, поэтому именно булавки хорошо. Понадобится мел, либо белая ручка гелевая, если не боитесь не там нарисовать, либо специальные такие бывают фломастеры, которые потом исчезают. Вот, понадобится линейка, чтобы рисунок был не криво. Очень удобно это делать сантиметровой лентой, я именно такой делаю, потому что линейка на самом деле не очень удобно. А вот так вот прямо удобно. Раз с этой стороны 10, с этой стороны 10, а линейкой все вот это немножко как-то не очень удобно. Вот. Еще нам там понадобятся кисточки. Кисточки синтетические, любого размера, но как минимум 3 размера хотя бы надо. Один тонкий вот линии делать, другой потолще, и можно очень толстую, например, раму рисовать. Закрашивать, да? Ага. Вот. Еще я на всякий случай приготовила фурнитуру. Тут бисер пластиковый, такой стеклянный. 2 краски, может быть, нам понадобится. Подумала. То есть готовый рисунок уже можно, обшить, его, да? Обшить, расшить, декорировать, например, вот такими штучками красивыми. Они по цвету подходят. Вот тут вот я, например, нарисовала, да, кружочки, а тут можно вот эти вот штучки нашить, и будет объем. Вот. Ну вот медные штучки, бусинки разные, ракушки, например. Вот. Ну и, соответственно, сам отбеливатель. Да, отбеливатель. Отбеливатель можно использовать абсолютно любой, который у вас есть дома. Доместос, вот, например, Ася, либо белизна. Я сейчас использую, то, что есть, вот Асю и белизну. Белизна пожиже рисует, и рисунок вначале получается такой более бледный, да. Вот этот немножко больше такой ядреный, и рисунок получается более светлый сразу. Если 2 раза сделать, будет очень светлый. Если чуть... вот и чтобы наливать отбеливатель, приготовила такие плашки маленькие. Вот и все. Отлично. И мы можем можем приступать. Да? Давайте. Так, и наливаем, да, отбеливатели наши. Наливаем отбеливатель посудки. Вот это у нас густой. Ася, тетя, да? А вот это, который пожиже. Так, все, что мешает, убираем.
вот я приготовила уже натянутый, точно такой же свитшот. Здесь уже, да, мелом нарисовала примерно, что мы будем делать. Здесь напишем якутскими рунами алгыс. И вот тут вот разные рисунки будем делать. Итак, начинаем. Давайте. Интересно. Вначале будем делать, который более слабый отбеливатель. Потому что можно будет исправить, если вот этим сделаем, рисунок сильно проявится и будет сложнее исправить. Но все равно бояться ничего не надо, потому что мы будем рисовать в стиле в таком свободном. И еще есть такой стиль хаос называется, там можно все брызги, вот это вот все надписи. Да. Не страшно, да? Вообще будет? не боимся вот так вот раз ходишь. А сразу вот проявляется рисунок? Не Через сразу. какое время? Сейчас будем смотреть. На разных тканях по-разному. Но вот здесь вот, ой, чуть не в тот не макнул. Вот так вот прямо сделаем. Этот проявится, он будет вот такой вот более бледный, что ли. Здесь, наверное, не будем раму делать. Здесь тонкое нарисуем. Вот это пока пусть тут лежит. Это можно убрать. Думаю. Пусть тут где-то лежит. Тоже берем. Видите, вот он уже проявился. Да, проявляется коричневатый, да? Пока коричневатый. Ой, тут накапали. Ну, тут все равно капли будут, поэтому мы там что-нибудь потом сделаем. А рисунок давайте начнем более... кстати, не показала. Есть еще такие штучки интересные с емкостями. Это для акварели обычно, да? Я использую для отбеливателя. Сюда заливаем отбеливатель. И у них разные наконечники. Да? Тоже очень удобно. Ой, капнуло. Вот тонкий. И тут где-то вот пошире есть у меня. 3 размера, короче. Может быть, мы их тоже будем использовать. Кстати, удобно, да? Ага, да, довольно-таки удобно. И в начале рисунок сразу сделаем более широкий, а потом посерединке тонким пройдемся и посмотрим, что из этого выйдет. Так, тоже вот этим сделаем. Мария, ну вы себя называете свободным художником, да? Успели с вами немножко пообщаться за кадром. Вы сказали, что творческим человеком всегда были. С детства рисовали, любили рисовать, по крайней мере, да? И вот, наконец... Когда начали жить для себя... Да. В преддверии, в ожидании пенсии. Мы очень долго ждали пенсию, прямо она не наступала и не наступала. Мы думали, ой, деньги с неба будут валиться, очень классно. Наконец-то мы начнем жить для себя на эти лишние деньги. Короче, и вот я тогда задумалась и решила заняться творчеством. Прямо специально к этому подошла достаточно серьезно. И закупила бисер и начала вышивать, делать украшения разные. Так. Потом рисовали даже картины, говорили. Ага, потом картины рисовала, потом научилась шить у мамы. Мама у меня очень хорошо шьет. Я научилась шить. Потом вышивать. Людивильским крючком. Это очень интересная техника, кутюрная вышивка. Очень тонкая, хорошая работа получается, интересная. Вот. И потом, чтобы вот эту вышивку куда-то деть, я начала шить на заказ. Так. Себе же очень много вышитой одежды ты не сделаешь, поэтому решила вышивать на заказ. И достаточно успешно этим занималась вот лет 5 уже, наверное, примерно. Вот так вот рисуем. А с росписью вы как давно работаете? А с росписью начала работать, сравнительно недавно, года 3, наверное, мне кажется. А именно белизной совсем недавно. Боялась почему-то. Оказалось, это, наоборот, проще. Вот так вот очень смело все делаем. Это может делать ребенок. Я с детьми еще мастер-классы провожу. С детьми с ОВЗ, там школа одна меня приглашает, тренировочная квартира. Я туда хожу, с ребятами рисую. Детям, очень наверное, интересно, да. да? Они такие смелые, ничего не боятся, никто не говорит, ой, я не смогу, там таких вот разговоров вообще нету. Взяли и начали рисовать. Это будут птички. 2 птички. Видите, как вот небрежно делаю? Да. И все равно что-то интересное потом в итоге выйдет. Я тут нарисовала корову. И надо ей рог сделать. И ушко. Внутри у нее теленок будет. Но он маленький, поэтому тонкая кисточка. Здесь я хочу собаку нарисовать. И делаем это, как делали наши первобытные люди, предки, да? У них таких нормальных инструментов не было. Они прямо, не знаю, там перьями нарисовали какими-то, ветошью, травами.
Так вот, представляем себя первобытным художником и жестоко И беспощадно. рисунки, которые сохранились многие-многие, да, столетия. Кстати, они по Между мотивам. прочим. Это я не из головы беру, они похожи на реальные наскальные рисунки из разных стран. Но это у вас, наверное, Это олень. частые такие композиции бывают, поэтому рука уже как-то... Ну, да, можно сказать, Да. рука, в принципе, более-менее набитая, но с белизной каждый раз, как в первый раз, потому что она растекается очень сильно, жидкая же, и может что-то другое получиться, неожиданное что-то. Ну, рисуете вы не только, да, я вижу, на национальные мотивы, то есть по желанию, да? Да, поэтому, именно поэтому я на заказ решила рисовать, потому что чем больше людей, каждый человек отдельная вселенная, и у каждого свои там хотелки. И вот это вот очень интересно. Это каждый раз как вызов получается. Кто-то приходит, говорит, вот хочу 2 птички и яркие цветы на черном фоне. Кто-то говорит, нет, я хочу там чисто якутское, чтобы там джаггай был. Кто-то хочет вообще портрет чей-нибудь. Или, например, копию известного произведения. Поэтому на заказ работать на самом деле очень интересно. А за все беретесь? Бывает, что можете отказать или... Ну, первое время я бралась за все, потому что это был как вызов. Именно из-за этого. Вот смогу ли, получится ли. В душе я такой экспериментатор, и вышивку я тоже так же начала. А получится ли сделать такую вышивку, которую делают там Дольче Габбана, бла-бла, такое вот. Попробовала, в принципе, реально. Но материалы, из простых материалов, конечно, делала, не из люксовых. Вот. А потом решила... У меня мама, папа художники просто. И у меня вот эта тяга была, а у них, наоборот, этой тяги не было. Вот в советское время они, художник, это что за это? Ты художником не станешь, тем более ты женщина, короче, вот такое вот было. И поэтому я хотела в художку, меня, ну, просто не пустили, получается, грубо говоря, да. Вот. И поэтому я всю жизнь хотела очень рисовать. И вот 5 лет назад, что ли, пошла учиться на курсы к Семену Лаканси. Он каждое лето тогда приезжал и учил рисовать всех, кто хочет, короче, любителей. Ага. И вот тут картины вот эти некоторые есть. Я там у него поучилась, рисовала портреты, пейзажи. Было очень интересно. Но это, как сказать, сложно. Я пришла к выводу, что если ты хочешь стать реально настоящим художником, себя почувствовать, тебе надо учиться полноценно, получить такое специальное образование и так далее. Но рисовать-то хотелось, и я перешла на одежду. На одежде как бы таких требований внутренних у меня нету почему-то. А как потом отбеливатель вот со стиркой реагирует на стирку, допустим? Вот именно роспись отбеливателем насчет ухода самое то. Его рисуешь, он сохнет, и потом стираешь. Вообще спокойно в стиральной машинке бросаешь. А нормальную роспись красками ее надо беречь либо руками, либо щадящей стиркой и так далее. Там гладить надо, обязательно закреплять. А здесь тут вот уже ничего не будет, Тут наверное, можно да? вообще ничего не делать, а можно как правильный человек сполоснуть в растворе с уксусом. Ну, чтобы еще больше закрепить. А можно просто так сполоснуть. Или постирать, там, не знаю, хозяйственным мылом, порошком и так далее. Хочу тут такие полоски сделать, чтобы какая-то динамика была. Вот. Тут у нас олень. Человек, короче, он пока один. У него олень, собака, корова с теленком, птички. Птички можно, как будто бы это желание, а тут у нас солнце будет. Вот. Богатый человек, да? Ага, богатый человек. Пока вот такой рисунок. Ну, уже же, Но он да? должен немножко подсохнуть. Ага. Когда он подсохнет, мы по второму разу по нему пройдемся и сделаем что-то там дальше. А пока он сохнет, мы попробуем Буковки, да? буковки. Ага. Уже тоненькой, наверное, да? Да, с буквами, как бы не ошибиться. Это руны же, их нельзя неправильно писать. И они пишутся вот так вот, но я буду так писать. Просто, чтобы не мучиться. Ну, вообще люди, когда узнают, что это отбеливателями сделано, какая реакция, наслышаны ли? Ну, обычно В целом. нет, чаще удивляются. Нет, это очень долго отводится же. Проявляется, может, все-таки.
Видите, вот этот вот то ли быстрее сохнет, то ли что ли, его не очень хорошо видно сразу. А этот более мокрый, его лучше видно. Поэтому я все-таки вначале нарисую тем же самым более жидким средством, белизной, которая Белизна. российская. Вот насчет ухода именно белизной рисовать очень хорошо. То, что стирать можно без опаски. И главное, она рисует практически на всех тканях. Но есть некоторые ткани, на которых он не рисует. Там какая-то смесь с какой-то синтетикой не берет. То есть самая подходящая ткань это какая? Натуральные. Натуральные. Хлопок, лен, вот футер. Синтетический тоже нормально. Надо перед тем, как рисовать, обязательно протестируйте вашу одежду. Берете одежду, выворачиваете, вот где боковой шов двойной, чтобы снаружи никак отбеливатель не проявился, в незаметном месте рисуйте там точку. Если там точка появится такая рыжая, значит на ней можно рисовать. Если ничего не изменится, то рисовать можно бесполезно. так проверить. Обязательно надо протестировать. Интересно, интересно. Ага. Вот эти толстовки я в Альберис беру, нашла их там случайно, и они очень хорошо рисуют. И они полусинтетики или синтетические, и хорошо рисуются. Так, это вот такая руна. Руны я еще не изучала, у меня сестренка их учила, и я ее прошу написать мне то, что мне надо. А так, мне кажется, это достаточно серьезно. И я боюсь просто подходить к ним, не знаю почему. Мне кажется, это что-то сакральное такое. Народ какой-то есть. А вот первая буковка проявилась, да? Уже так. Потому что это вот это же рисовала. И он, видите, Поярче, да, ага. как будто? Светлее. Я сначала как будто бы карандашом вот так вот сделала, а потом уже... Так, сейчас немножко ускоримся, чтобы побольше... А так у вас, как у творческого человека, и наверняка есть какой-то источник вдохновения. Чем вдохновляетесь? Источник вдохновения, оно, как сказать, везде. Во всем? Во всем, да. Идешь там, например, по нашему прекрасному городу, видишь какую-то лужу страшную, и там такой профиль, например, да, или какой-нибудь цветок. Или просто там гуляешь в лесу, например. Помните, вот в детстве все лежали возле обоев и смотрели, и там рисунки разные видели? Все же так делают. Я помню ковер. Да, вот на ковре видят, на обоях. Я на печке смотрела. Да, Печка, она же облупляется, ее заново красит, и там много слоев краски, и получается такой рельеф интересный. А все это могут замечать? Ну, в детстве же все У замечают. всех получается есть Вообще у всех фантазия, получается. полет Просто вырастают, и фантазии. ограничения нас уже закрывают. А вначале все дети смотрят на ковры, обои и видят что-то интересное. Облака, например, лежишь, смотришь на облака, Да. и видишь же, там вот это на лошадку похоже, это Животное, на, да? это на слоника, там вот мама с ребенком, тут вот вообще табун лошадей. А когда взрослеешь, и это перестаешь как бы Перестаешь замечать. замечать. На самом деле, если расслабишься, пойдешь там в лес, ляжешь там, не знаю, на сенокос куда-нибудь, да, и бац, опять вот это все видишь. Поэтому вдохновение, оно вообще кругом Кстати, везде. да, Мир бывает. прекрасен, просто не надо об этом, как сказать. Ну, иногда надо смотреть вокруг, наверное, скажем так. Замечать, Остановиться наверное, и да? посмотреть Замечать. вокруг. Ну и люди, вот заказчики у меня классные очень. Они приносят что-то, чуть не сказала, ужасное, сложное, например, да. Я смотрю, думаю, да ну, я такого никогда не нарисую. Но хочется же, да, потому что очень красивые рисунки выбирают. А потом рисуешь и думаешь, ой, как классно, что я вот за это взялась. И потом я их благодарю, спасибо, говорю, за интересный заказ. Я бы за это сама лично вообще не взялась бы никогда, и никогда бы вот такую красоту бы не нарисовала. Думаю. А самый такой из необычных ваших каких-то заказов, может быть, из последних? Необычные? Ну, недавно рисовала копию, как бы, да, ну, очень похожую, так попросили. Картину «Женщина сфинкс прерий» называется. Там такая женщина, индианка стоит, да, ну, скво. У нее там в волосах перья, и сзади у нее мотылек. Видимо, ее душа такая. Ну, вот это вот нарисовала, это было очень интересно. Мы ее еще расшили бисером, чтобы все мерцало, блестело. Очень красиво было. Еще мне нравится рисовать по фотографиям наших местных фотографов, которые лошадей вот фотографируют, либо детей там, например, да. Почему-то очень нравится, потому что
фон интересный бывает. Ну и люди как бы родные, да, хоть и незнакомые. Когда рисовала картины, я рисовала вначале портреты и картины вот именно из фотографий, ну, по мотивам фотографий, например, друзей, которые запрещены из этой соцсети были. Там выкладывают же, и смотришь очень красиво, и говоришь, ой, можно я вот твою фотографию нарисую? То есть портреты тоже можете, да? Самый мой любимый портрет, это был портрет девочки Туяны. Я там вдохновилась, потому что фотография была очень красивая. Я ее представила девочкой как бы в прошлом веке, что ли, как будто бы она сидит в балагане, и там... она оладушки кушала, сидела, кстати. И вот ей бабушка оладушки, она сидит там в балагане, кушает эти оладушки и мечтает. И у нее, кажется, мечта есть. И она ради этого уже работает. Ей там 5 или 6 лет было, по-моему. Она собирает в лесу, находит перья, их продает. Красивые перья птичек разных. И она собирает деньги на квартиру в Дубае. У нее очень такие далеко идущие планы. Меня это очень сильно вдохновило. Я ей нарисовала вот этот портрет и подарила, и сказала, повесишь у себя в Дубае в квартире. Вот это вот было интересно, вспомнила. Есть такая хитрость, как бы лайфхак, да? Берешь, например, вот это вот любой рисунок и по краям тонкую линию проводишь. Обводишь как бы, только, да, контур делаешь, но не контур, а вот на расстоянии где-то 2 миллиметра отстаешь, вот так вот делаешь, и рисунок получается законченным. Это очень интересно, почему так делается. Видимо, полным. Что-то человеческая психика или что. Сейчас вот тут покажу на птичке. Видите, да, вот просто птичка, да? Сейчас я ее вот так сделаю. И она будет, как будто бы ее уже закончили рисовать. А если мы тут 3 бусинки прошьем, вообще уже полностью законченная будет. Вот прелесть росписи белизной в том, что она достаточно быстрая и эффектная в итоге. Захотелось попробовать даже дома. Попробуйте, Интересно. если что, напишите, там спросите. Я мастер-классы же провожу. Интересно стало. Ой, кстати, я же мастер-классы провожу. Росписи белизной и декора одежды. А где проводите? Тут индивидуально. А к себе, да? Да, если позовут, могу приехать. Либо можно групповой. Ну, на групповой вот только к детям пока ходила и проводила один бесплатный на юбилее журнала Далбархат, не забыла, подумала. Там пригласили провести мастер-класс. Провела вообще, было очень классно, мне так понравилось. И с тех пор я решила вести мастер-классы иногда. Тут тоже перышки, что ли, так сделать. Когда рисуешь, расслабляешься, это такая как бы занятие медитативное же. Наверное, очень полезное для здоровья. Так что рисуйте. Сейчас проявится и будет, как будто бы он уже законченный. Так, ну что, наши дорогие телезрители, такой вот необычный, но интересный мастер-класс нам провела Мария, за что ей огромная благодарность. Мария, спасибо вам большое, Пожалуйста. что познакомили нас с новой техникой. Ну вот правда, как я сказала, хочется пойти скорее и попробовать тоже, да, дома. Из отбеливателя что-то попробовать нарисовать. Вам хотелось бы пожелать такого же дальнейшего творческого вдохновения, да, Спасибо. творчества. И я думаю, что очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и вы нас Ой, с научите удовольствием. еще чему-нибудь новому. Я могу вас очень многому научить, очень много идей, да? Ну, приходите, правда, что-нибудь интересненькое придумаем. Хорошо. Буду Все? рада еще раз встрече. Всего доброго. Да. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.